Треть художественного наследия мэтра башкирской живописи Александра Бурзянцева украсили стены Нестеровского музея. Его творчество связывают с именами великих поэтов Сергея Есенина и Мустая Карима, который называл мастера апостолом добра и красоты. Знаковая экспозиция проходит в рамках столетия республики, рассказывает моя коллега Айгуль Усманова. Поэт, романтик, а еще симфонист, умело играющий цветом. Восторженные эпитеты сопровождают рассказ главного хранителя музея. Неудивительно, ведь Валентин Сорокин не просто куратор выставки, а летописец жизни и творчества Бурзянцева. Из-под ее пера вышли исследовательские труды, искусствоведческие статьи о выдающемся классике российской живописи. Но каждый раз при подготовке к очередной экспозиции, признается Валентина Мефодиевна, открывает в давно знакомых сюжетах Александра Даниловича новые краски, удивляясь пытливому взгляду художника к жизни, его чуткому интересу к истории. Уроженец башкирской Голубинки Зилаирского кантона Уфимской губернии, Бурзянцев воспевал прежде красоту родного края, древнего Урала. Урал многоликий, начиная вот от ранней картины «Старый Уральский городок» 1957 года, которая написана, конечно, в русских традициях, в традициях кустодиевских, таких ионовских. А главное, его наставлял его учитель Иван Силович Горюшкин-Сорокопудов. Он же закончил Пензенское художественное училище Бурзянцев. И Горюшкин ему говорил, что береза растет там, где нужно художнику. То есть он учил его не натурализму, а импровизации. И запомни, Саша, что цвет есть и в тени. Со временем понимаешь красоту того места, где прожил, и города, где творили Нестеров, Тюлькин, рассказывал Бурзянцев. Так называемый гений места стал отправной точкой для целого творческого этапа, вдохновленного Сергеем Есениным. Александр Данилович познакомился с сестрами поэта, часто гостил в его родном селе Константиново. А поэзии Есенина он знал наизусть, читал друзьям. Еще было Кляшево. Родина другого великого поэта также обрела уголок в сердце художника. Вот это большое полотно, которое называется «Здесь родился Мустай Карим». Потом они подружились с Мустай Карим, и Мустай Карим, когда отмечал Александр Данилович свое 70-летие, Мустай Карим ему подарил книжку своих стихов, на которой написал: «Апостолу добра и красоты, моему другу Александру Даниловичу, с любовью и уважением, Мустай Карим». Айгуль Усманова, Ренат Кашапов. Новости, Уфа.